Я, в принципе, себя скорее отношу к людям с творческим началом, чем с административным. 250 миллионов бюджет – это очень мало для такого масштаба работ, то есть никто в это не верил. Господи, что мне не сидится-то? Куда я полезла? Вот зачем мне это надо? Вот зачем? То есть если бы я понимала, я, может быть, не приехала бы в Татарстан. В бар сходить можно всегда. Я встречаю день рождения традиционно в Тель-Авиве, так уж повелось. И я вам хочу сказать, что меня крепко не поддерживало большинство руководителей. И решение о том, что мы будем так делать, принял президент. И это было его решение. Давайте я вам расскажу про тех, с кем у меня были конфликты. Конфликты закончились. Я считаю, что люди, живущие в Татарстане, должны владеть татарским языком как минимум на базовом уровне. Нужен же предельно честный ответ. Хотелось бы. Добрый день. В нашем проекте «Реальные люди» сегодня помощник президента Татарстана Наталья Фишман. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Спасибо, что согласились на встречу наконец-то. И давайте сразу начнем. Я не очень хочу сегодня говорить сильно о вашей деятельности, конкретно как человек, который отвечает у нас за парки, скверы и не только. Я хочу поговорить немного о вас. И сразу же я привожу вашу цитату. Вы сказали в интервью «Бизнес онлайну», что я никогда не была чиновником, и это для меня очень важная школа. Я хочу вас спросить, чтобы вы по пунктам, или как вам будет удобно, рассказали, собственно, чему научила вас эта школа прямо что чиновникам. По пунктам? Ну, наверное, уж есть. Добрый день. Это такой интересный вопрос. Главное, чему ты учишься, это терпение, конечно. Потому что процессы, в принципе, просто иначе устроены, чем процесс, который устроен там, в бизнесе, например, или в процессах менее ответственных, чем государственное управление, работа с государственными деньгами. И, конечно же, есть существенное количество таких каких-то правил поведения, писанных и неписанных, которые нужно усваивать. Очень важно находить всегда правильный баланс ответственности. Вообще, одна из главных сложностей, с которыми я сталкиваюсь, это желание людей не брать на себя ответственность лишнюю, потому что так устроена, в принципе, система у нас, что ответственность на себя готовы брать немногие, и это, конечно, сложно. И самое сложное, и этому я не научилась, но стараюсь учиться, это ответственность делегировать и перераспределять, потому что в тот момент, когда ты берешь на себя слишком много ответственности, все остальные, или многие люди этому радуются, с радостью ее тебе как бы передают, отдают и занимают довольно аморфную такую безинициативную позицию. И это, конечно, наверное, худшая из моих ошибок, потому что, с одной стороны, это действительно мое большое достоинство, я думаю, что меня за это ценят, я ответственности не боюсь, с готовностью ее беру, и благо у меня блестящая, на мой взгляд, команда, которая тоже готова ее нести и готова отвечать за ту ответственность, которую я беру на себя своими бессонными ночами, отсутствующими выходными тогда, когда нужно, и какими-то подвигами. Но при этом мы часто берем ответственность и начинаем делать работу огромного количества других людей, которые мы делать не должны. И вот главное, чему я учусь сейчас, я пока не научилась, мне это предстоит, это вот правильно выстраивать управленческий механизм таким образом, чтобы в каждой узловой точке ответственность в той или иной степени оставалась, а не перетягивалась в какую-то одну сторону. И процесс двигался так, как он должен двигаться. Ну и есть там еще одна моя личная управленческая проблема. Она связана с тем, что когда ты работаешь в творческой среде, и когда ты имеешь какие-то ресурсы работать в этой среде, удачные, как у меня раньше, у меня всегда была возможность, не будучи специалистом в каждой конкретной сфере, но понимая результат, к которому я хочу прийти, привлекать к работе самых сильных специалистов, которым мне никогда не нужно было рассказывать, как им делать свою работу.
Ну, они всегда знали, то есть я точно знала, что каждый человек, к которому я иду, он знает, как ему сделать ролик лучше, чем я, как ему написать текст лучше, чем я. Вы же человек, как я понимаю, который все равно всегда проверяет, то есть не до конца доверяет, не потому что там, считает, что не уверен в этих конкретных людях, а потому что ответственность все равно прежде всего на вас. Ну, это-то да, но вопрос в том, что, ну, как человек эмоциональный, это тоже вещь, с которой нужно, в общем, работать, и так или иначе уровень эмоциональности своих реакций снижать действительно нужно. Это еще вопрос готовности, открытости, готовности воспринимать и доверять. Потому что я же не обладаю абсолютным вкусом. Ну, в общем, наверное, есть люди, обладающие абсолютным вкусом. Я с ними, ну, как бы немного таких людей знаю, да. И в каждый момент времени ты, когда ты идешь к человеку заведомо, ну, прям профессиональному, ты склонен не зарываться. Да, не искать подвоха там, где его нет. А когда ты идешь к человеку, которому ты не уверен, ты понимаешь, что, опять же, вот вся эта ответственность, она на тебе, и ты там уже можешь, на самом деле, наломать лишних дров. Но вы же, наверное, не идете к такому человеку? Ну, я стараюсь, в этом смысле, вот, например, у нас есть команда архитекторов, она называется «Архитектурный десант». Вот я научилась к ним не лезть и практически никогда не оспаривать их решения. Мы с ребятами вместе учимся, мы делаем много для них образовательных инициатив, практик и так далее, но это очень сложно. Ведь вы должны понимать, что вот очень часто, знаете, там руководители большого уровня вдруг, это для меня всегда было невдомек раньше, почему, начинают, я не знаю, там согласовывать двери в аэропорту. Ну вот типа почему? Такого уровня руководитель, я не про президента говорю, начинает, например, согласовывать дверь в аэропорту. И я сейчас понимаю, почему. Потому что на самом деле любому человеку, любому управленцу хочется чувствовать причастность к результату деятельности. Потому что когда ты ведешь там с какой-то периодичностью большие штабные совещания, следишь за потоками средств и так далее, ты ручками вот потрогать то, что ты делаешь, не можешь. И все время есть вот это невероятное желание быть причастным к результату. Первый год, я вот очень хорошо помню, мы, по-моему, одним из первых объектов открывали сквер и библиотеку Тукая в городе Нижнекамске. И мы в последнюю ночь вместе с ребятами, потому что мы очень торопились, мы там вместе раскатывали рулонный газон, подметали какие-то листья, сажали цветы, я отмывала черную каемку из-под ногтей с утра. И такое страшное волнение. И такой большой, и репетировали с каждым спикером, что они будут говорить. И такое прям, ну вот большое-большое событие, потому что я прям принимала в этом участие. Сегодня, естественно, когда мы открываем по 70 объектов в год, это другая ситуация. И сегодня я не имею личного мнения по большей части вопросов. Понятно, что я согласовываю проекты, понятно, что я делаю объезды, вот это все действительно происходит, но понятно, что я должна доверять. Вот когда ты делегируешь, а ты должен делегировать, ты теряешь это ощущение собственной причастности. Это очень мучительно для любого человека с творческим началом. Я, в принципе, себя скорее отношу к людям с творческим началом, чем с административным. И вот в этом смысле это, конечно, такая большая школа. Еще одна ваша цитата. «Я люблю моменты, когда невероятно очень-очень тяжело, а потом в какой-то момент ты это побеждаешь». Ну и давайте, Наталья, вы мне скажете, какая главная победа в этом году у вас? На ваш взгляд, естественно. Ну, на самом деле, эта цитата, она скорее связана с какими-то личными переживаниями, кризисами, вот та цитата, которую вы приводите. А не обязательно говорить про работу. Но, вы знаете, для меня, наверное, как ни странно, таким был проект, ну, несколько, на самом деле, «Лебяжье», потому что мы, на самом деле, за какие-то рекордные, это абсолютный подвиг татмелиорации, то, что мы выполнили весь этот гигантский объем работ, 28 гектар, мы углубили дно, вывезли грунт, гидроизолировали в 3 слоя, потом завезли грунт, присыпали, а потом заполнили водой. Это невероятно рекордные сроки. На самом деле там 250 миллионов бюджет — это очень мало для такого масштаба работ, то есть никто в это не верил, что мы это сможем сделать. Собственно говоря, даже наш уважаемый Альберт Кашафович Шагабудинов, который дал нам в итоге эти деньги, и мы ему очень за это благодарны, он не был уверен, что мы сможем за эти деньги выполнить этот объем. Но шли мы к этому решению долго. С 2015 года мы делали
какие-то подходы к тому, чтобы поднять вопрос с Лебяжьем. Очень много было спорных, сложных моментов. Мы спорили над тем, вырубать ли лес на территории Сухого Лебяжьего, который вырос, и экологи настаивали. Оно первым высохло, когда площадь водосбора сократилась, и начала вода уходить, оно высохло первым, и там уже взрослый лес. И мы настаивали на том, что его рубить нельзя, и это тоже было непростое решение. Собственно, как и решение о том, чтобы не просто вырубить поросль и залить водой, а в том, чтобы все-таки углубить дно, сделать гидроизоляцию, вот весь тот гигантский объем, сложный объем работ. И надо сказать, что решение было неочевидное, мы за него очень сильно боролись. Я невероятно признательна за то, что оно все-таки было принято. Это было, лично для меня очень тяжелым административным процессом. Даже вот пересказывать все детали не хочется, потому что это на самом деле нормальному человеку со стороны просто прям не очевидно, а что тут особенного, но это действительно большое достижение. Еще одно большое для меня достижение, очень мучительное, это школа в Набережных Челнах, которую нам удалось сделать с точки зрения интерьера абсолютно не такой, как обычно делаются школы, не выходя за пределы бюджетного лимита. У меня есть фотографии очень интересные, как было по проекту, как должно быть, как выглядят эти школы, построенные по проекту, как выглядят эти школы, которые мы реализовали вместе с Еленой Алексеевной Софиуллиной, челнинским архитектором, когда вместо плитки на полу лежит такое резиновое покрытие, не скользящее для детей, когда другой свет, когда другие цвета, когда вместо гипсокартоновых стен со штукатуркой кирпичная кладка, когда правильная навигация, когда другие лестницы. В общем, просто какой-то набор недорогих, несложных, просто продуманных дизайнерских решений. Дело в том, что при том, что мы не выходили за пределы бюджетного лимита, во что никто не верит, потому что там у всех, у федеральных начальников из Министерства образования так глаза большими становятся, но при этом правда состоит в том, что очень тяжело провести это через процедуру изменений проекта, согласований, для того, чтобы потом это разрешили ввести в эксплуатацию. Это очень большой объем усилий, и это, например, заняло у меня в течение 1,5 месяцев примерно ежедневные часовые конференц-коллы с подрядчиком, заказчиком и проектировщиком. И, в принципе, наверное, почти нету объектов, на которые бы я потратила столько сил и нервов. Хотя это впрямую не относится к моим обязанностям. Но то, что получилось в итоге, оно, конечно же, себя оправдывает. Мы надеемся, что это ляжет в основу какого-то стандарта. Вообще любую новую вещь в системе госуправления делать очень тяжело, потому что, делая новую вещь, тем более, когда ты вносишь изменения в существующие какие-то проекты или решения, это всегда про то, что в каждой точке кто-то должен брать на себя ответственность. И ни в одной из этих точек обычно ответственность на себя никто брать не хочет. Это очень большого объема усилий требует. И в первую очередь, на самом деле, усилий эмоциональных, потому что это сильная проверка твоих мотиваций. То есть, на самом деле, когда ты идешь против большого количества удобных условий для всех окружающих и пытаешься как-то гнуть свою линию, ты неминуемо начинаешь сталкиваться с огромным сопротивлением и задавать себе вопрос: Господи, что мне не сидится-то? Куда я полезла? Вот зачем мне это надо? Зачем? И ты начинаешь отвечать себе на вопрос «зачем?» и возвращаться к тому, а зачем ты вообще работаешь? Вот я вас перебью. Как раз, как часто вы задаете себе подобные вопросы? Вы знаете, что за этот год в Татарстане, в Казани в том числе, случались такие неприятности, когда какие-то люди разбивали что-то, что вы делали в парке, какие-то фонари, стелы и что-то такое. Вы себе в этот момент не задаете вопрос: Наташа, зачем я все это делаю? Вот я делаю, а какие-то люди просто берут и ломают. Зачем же мне тогда это надо? Пойду в бар. В бар сходить можно всегда. Смотрите, давайте. Нужен же предельно честный ответ. Хотелось бы. Конечно же, я задаю себе этот вопрос. Чем дальше, тем чаще я себе его задаю. Просто потому что
Слабоумие, отвага — наш девиз, безумство храбрых есть мудрость жизни. И, конечно же, если ты понимаешь вообще, во что ты... То есть если бы я понимала, я, может быть, не приехала бы в Татарстан. Но на самом деле, вот на вопрос, который задаете вы, ответ очень прост. Дело в том, что я же не занимаюсь, мы не занимаемся благоустройством парков ради благоустройства парков. И изменением дизайна интерьеров школ мы тоже занимаемся не ради интерьера школ. Это все задачи, направленные на какие-то социальные процессы, на то, чтобы люди привыкали к другой среде, на то, чтобы люди привыкали к тому, что они могут формировать эту среду, на то, чтобы общество в том числе запускался процесс саморегулирования. Вот в Горкинском лесу, в общем, мы понимаем с вами, что Горкинско-Метьевский лес находится, ну, прям не в самом благополучном районе. Очень заметно, насколько иначе за прошедший год стала вести себя публика. И очень мне приятно то, насколько люди друг друга, я очень часто это замечаю, там, призывают к порядку. То есть кто-то сидит, грызет семечки на лавочке и плюет их, а какая-то женщина подходит и начинает, в общем, достаточно вежливо намекать на то, что, казалось бы, не стоит так себя вести в этом месте. Далее есть в районах еще более интересные изменения. Например, в моем любимом селе Муслюмово, которое стало в этом году самым благоустроенным сельским поселением в России, там люди перестали считать приличным ходить по селу в галошах, потому что там появились тротуары, и стало можно ходить в обуви. Люди теперь считают неприличным ходить не в обуви. А еще стало принято надевать какую-то красивую одежду и идти на променад, потому что есть 4,5 километра набережной, потому что есть парки, потому что появился там еще культурный центр, потому что есть куда сходить, и это становится частью повседневности. Или, например, в Тетюшах, очень интересно, антропологи из Европейского университета делали нам исследования, там молодые ребята, подростки, они на территории парка, он очень посещаемый, они не пьют пиво, они идут пить пиво на территории заброшенного стадиона рядом, и когда их спрашивают, почему, они делают выбор. Они говорят, ну парк — это культурное пространство. Нас оттуда никто не гоняет, но там дети как-то неудобно. Вот эти процессы, они очень важны. К вопросу о вандализме, чтобы не получилось, что я ухожу от ответа. Это очень обидно, конечно. Но мы понимаем, что без этого не бывает. И мы понимаем, что люди будут бить, пока не привыкнут. А если мы не будем восстанавливать, они будут бить всегда. Это очень часто Исур Раисович рассказывает историю про то, что когда перед универсиадой повесили кашпо, все петуньи украли через неделю. А вот в этом году уже они висят, и никто их не трогает, и все с ними хорошо. Вопрос в том, что люди должны привыкнуть к изменениям, потому что когда они сталкиваются с чем-то непривычным и хорошим, оно им намекает на то, что, деклассированным элементом условно, оно намекает на то, что с ними-то что-то не так. Это слишком хорошо для них, им так кажется. Это подсознательная история. Они хотят это уничтожить, им с этим некомфортно. Если они разбили, а мы не починили, они к этому не привыкнут. На 3-й, 4-й, 5-й раз они привыкнут. И будут как-то с этим соотноситься. И тоже начнут себя чувствовать соответствующим этой среде. Ведь эта среда, она про уважение к себе очень во многом. Это тяжело. Это требует уже не слепой, восторженной детской веры в какие-то там абстрактные идеалы, а очень твердых убеждений. То есть на самом деле. Потому что когда раз ломают, 2 ломают, 3 ломают, уже хочется, конечно же, иногда сказать, да к черту вас, что вы за люди, что вам вообще? Вот то, что очень часто слышишь от взрослых сотрудников там каких-нибудь муниципальных служб. Я вот последний раз это слышала в Туве, была недавно, и там, была женщина, которая говорит, да у нас люди скоты, вот мы сделали набережную, они каждый год умудряются вывернуть там ограду, ничего им больше не хотим делать, вот мы эту ограду чиним, знаете, сколько денег, вот ничего им больше делать не хочется, ничего нового благоустраивать не надо им ничего благоустраивать. И я не могу ее осудить, потому что если она 40 лет занимается этой работой, и кто-то где-то что-то ломает, и у нее у нее в этом мир, то, конечно же, ей правда тяжело. И я ее искренне понимаю, но у меня еще, видимо, я все-таки еще молодой человек, хотя какой-то опыт тяжелый у меня лежит на плечах. Конечно, мы будем стоять как на том, что нужно чинить и делать хорошо, несмотря на то, что люди иногда не очень бережно к этому относятся,
И также я, конечно же, считаю, что нужно обсуждать с людьми все, что мы делаем, даже тогда, когда с нашей точки зрения они некорректны, бывают неэтичны или неадекватны. Мы будем стоять на том, что нужно все решения согласовывать с людьми. Потому что в конечном счете, пока люди не начнут чувствовать, что это их решение, и их пространство, и их среда, ничего системно не изменится. Для меня это работа, направленная на системное изменение представлений людей об их месте в обществе, в жизни общества, в жизни своих населенных пунктов и, на самом деле, во многом об отношениях с государством. Мы поговорили перед этим вопросом про вашу главную победу, на, собственно, ваш взгляд. Такой же вопрос, собственно, только про поражение. Мне нужно, чтобы вы назвали одно поражение. Только одно? Да. В этом году. Два, например, то нет? Нет, одно. Либо одно, либо три. Просто по пунктам. Ну, не обязательно подробно рассказывать. Кстати, я не назвала вам главную победу. Я вам назвала, что меня обрадовало. Ну, Лебяжье, да. Я думаю, вы вырежете, да, паузу вот эту? Нет, зачем? Мы, наоборот, на анонс поставим. Я думаю, главное поражение. Я так стараюсь на них не концентрироваться просто. Нет, почему же поражение всегда нужно признавать, чтобы потом эти поражения понятно, избегать. просто у меня вообще память плохая, я Особенно говорила плохая. об этом. Ну, я стараюсь так, чтобы помнить хорошее. Главное поражение мое состоит в том, что я ходила на кроссфит. Потом в середине июля поняла, что это несовместимо с моими поездками по районам и надзором за строительными работами. Дала себе слово, что в сентябре я вернусь на тренировки. Потом в сентябре тоже была еще стройка. И я так до сих пор и не пришла в зал. Ай-яй-яй, Наталья. Спасибо за честность. Ну, мне кажется, были еще какие-то. Ну ладно, это вы еще в конце интервью, может, вы вспомните, а то мы так будем. Я вспомнила победу. Победу я вспомнила. Да, давайте. «Гений века», конечно же, выставка нашей Третьяковской галереи в Кремле. Вот это проект, которым я горжусь. И я невероятно благодарна и как Третьяковской галерее, и команде Третьяковской галереи, так и своей команде у нас, нашему арт-директору Денису Дмитриенко, который просто невероятного качества выдал продукт вместе с коллегами из Казанского Кремля и Центра Казани Эрмитаж, конечно же. Но это прямо тот случай, когда я заходила в пространство экспозиции и понимала, что эта выставка могла бы быть где угодно. Она могла бы быть в любом Нью-Йоркском музее, она могла быть в любом Венском или Парижском музее. Она была сделана на таком уровне, и там были такого уровня произведения, что просто вот сердце радовалось. Это, я считаю, для Казани большое достижение. Я смотрю то, как меняются дальше выставки. Понимаю, конечно, что у меня есть некоторый все-таки профессиональный опыт в плане музейной деятельности. И я глазом своим мерзким, противным, я очень придирчиво вижу, что сделано не так, что вот там наклейки сделаны не того цвета. Уже другие люди на других экспозициях. Но я вижу, что это планку для учреждений культуры подняло. Конечно же, это приятно. Мне хочется у вас спросить, что для вас вот за все это время вашей жизни в Татарстане
до сих пор остается каким-то сложным или, может быть, то, к чему вы до сих пор не привыкли? Ну, не знаю, может быть, вы не привыкли так рано вставать, не знаю. Ой, я вообще, знаете, очень счастлива, потому что оказалось, что я жаворонок. Просто моя богемная жизнь в прошлом, она не позволяла мне насладиться своей собственной конституцией, скажем так. А тут я, конечно, в этом смысле прекрасно себя чувствую, потому что у меня есть объяснение людям, почему я не иду тусоваться по ночам. Раньше это всегда было каким-то, ну, как бы конфликтным, сложным вопросом, а сейчас я просто в 11 часов, ну, я редко ложусь в 11 часов, но когда у меня есть возможность вечером в пятницу или в субботу лечь пораньше, я говорю, слушайте, ну, мне там на совещание к президенту в 8, извините, я все, я спать. И чувствую себя просто замечательно по этому поводу, потому что вообще-то в 5-6 вставать – это супер большое удовольствие. Правда? Ну окей, но все-таки не ответили на вопрос. Чего? С чем я не привыкла? Не привыкла или не нравится, сложно для вас это? Слушайте, ну очень душно, потому что все всех знают. Я никогда не была в Москве таким уж персонажем. Больше всего меня мучает то, что официанты в кафе называют меня Натальей Львовной. Я не знаю, кто научил их моему отчеству, но это чудовищно. Чиновники все научили вашему отчеству. Я не знаю, почему люди знают мое общество нормальное, мое отчество, но это просто, конечно, пытка, потому что ты, когда приходишь куда-то, где ты хочешь расслабиться, и к тебе вдруг обращаются по отчеству, ты тут же должен выпрямить спину, вспомнить, что ты же не Наташа, а Наталья Львовна, и нужно как-то соответствующим образом себя вести. И, в общем, на самом деле, там, может быть, кому-то кажется, что я много себе позволяю, а я-то чувствую, как я мало себе позволяю по сравнению с тем, к чему я привыкла. Это мучительно. Хорошо, Наталья Львовна. Вадим Анатольевич, мне приятно. Вам здесь не скучно? Ну вот сколько вы здесь живете, у вас очень много было... Вадим, и сейчас есть друзей в Москве, которым вы сейчас, соответственно, меньше видитесь по объективным причинам. Некоторые уже, наверное, не в Москве, в других городах и странах. То есть все равно, как вы здесь подружились, но те-то люди, они все равно давно с вами, очень давно, кто-то там меньше, кто-то больше. Мне очень везет, что у меня первые 2 года в Татарстане у меня была странная концепция, я не могу понять, на чем она была основана, что меня в Москве, с тех пор, как я уехала, никто не ждет, не любит и видеть не хочет, ну, кроме там 2, 3, 4 самых близких людей. Однако выяснилось тут год или 1,5 назад, что это совсем не так. И что, в общем, когда я заставила себя ходить на какие-то, ну, условно светские мероприятия московские, вдруг выяснилось, что ко мне бегут люди с широко распахнутыми объятиями, вопросами, а как дела, давай встретимся, а мы следим за твоими социальными сетями, ой, так здорово то, что вы там делаете, а мы очень хотим приехать в Татарстан и так далее. И это, конечно, ценно. Стало очень много гостей приезжать, я уже почувствовала себя в достаточной степени дома, чтобы принимать гостей, и это тоже приятно. Конечно же, мне не хватает того общения, к которому я привыкла, но тут все очень просто, на самом деле. Дело в том, что мы в достаточно иерархичном обществе находимся, и какими бы у меня хорошими ни были отношения, подавляющее большинство людей воспринимают меня как помощника президента, потому что они меня узнали как Наташу Фишман, помощника президента. А те люди, которые знают меня там с моих московских, с моего московского появления в информационном поле, то есть лет с 19, они знают, ну, как бы, какую-то ненакрашенную кудрявую девочку, которая там тусовалась в Стрелке, работала с Капковым, встречалась с какими-то приятными мужчинами, обладающими определенным культурным авторитетом и не вызывающими сомнений относительно собственной порядочности и взглядов. Конечно же, это просто снимает огромное количество барьеров сразу же. Понимание, что людям от тебя ничего не надо, и тебе не нужно им доказывать, что ты не ешь. Потому что, в принципе, наверное, первые 1,5 года в Татарстане я занималась тем, что доказывала всем, что я не ешь. Ну, очевидно. А как вот? Мы недавно с одной моей близкой приятельницей беседовали, буквально вчера, которая мне говорила, вот ты знаешь, Юлия Туранова, когда уходила работать и делать НД, мы все думали, что она, конечно, дурочка, потому что вообще было непонятно, что это за фрукт, из чего это она вдруг хорошее место оставила, чтобы идти с тобой что-то делать. И мы, конечно, за нее переживали. В этом смысле, конечно, ну, это как бы существенно более напряженная среда. Но вообще, Вадим, я просто стала очень закрытой. Вот говорят там что-то про вот это вот власть, одиночество и все остальное. Вопрос просто в том, что очень большое количество решений, которые ты вынужден постоянно принимать, ответственность, которую ты должен брать, и
ситуаций, в которых ты оказываешься, или встреч с ситуациями жизненными, с которыми ты не встречаешься в нормальной жизни, они, конечно же, формируют неприятные морщины на переносице. И я тут недавно поняла, что я когда уехала на день рождения, я встречаю день рождения традиционно в Тель-Авиве, так уж повелось. Буквально на несколько дней уезжаю, на 3-4, и я вдруг встречаю кто-то из моих друзей, говорит: Наташа, почему ты все время морщишь лоб? И я понимаю, что у меня вот эти морщины поперечные, я не могу расслабить лоб. И такие, говорят, это морщины такие вот таких вот мыслителей и людей типа с ответственностью возникают, они все время хмурятся. Ну вот правда, да, странно там 27 лет иметь вот эти морщины, но правда, я стала заниматься прям массажем лица, потому что к вечеру я хожу вот так, и я не могу расслабить лоб, если я не делаю для этого что-то специально. Конечно, это все не делает тебя беззаботнее, легче и счастливее. Ну, в каком-то смысле счастливее, как реализование, может быть, да, а в смысле вот легкости бытия, конечно, нет. И, конечно, мне очень приятно встать, там, проснуться в воскресенье в Москве, позвонить своей лучшей подруге, пойти с ней в какой-нибудь там Усачевский рынок, съесть суши, выпить просекко, никуда не торопиться, ни о чем не думать, не переживать, что тебя кто-то сейчас увидит в публичном месте с бокалом алкогольного напитка, ну или что-то в этом духе. Но я знаю, ради чего я делаю этот выбор. К вопросу о морщинах. Ну, в смысле нет. То есть вы напрягаете лоб, в том числе потому, что иногда злитесь или пытаетесь добиться какого-то правильного ответа. Или понять, что делать вообще, блин. Я хочу спросить у вас о вашем отношении и общении с и чиновниками, и главами районов, поскольку вы напрямую с ними контактируете в вопросах благоустройства и так далее, и так далее. Во-первых, первый вопрос: насколько часто вы материтесь в общении с уважаемыми чиновниками? Можете ли вы это позволить себе? И они. Тет-а-тет. Лучше? Лучше тет-а-тет. Ну, то есть, когда вы будете наедине с каким-то этим человеком, вы там можете. Ну, это да. Ну, наверняка вы, на пресс-конференции с каким-то чиновником одновременно не будете материться. Окей, а вы часто... Хотя иногда бывает сильное желание. Бывает, то есть как... Я до сих пор не понимаю, мы с вами 2 года назад об этом говорили. Я задал, по-моему, такой идиотский вопрос. Я не буду даже повторять. И я потом вам скажу. По поводу того, часто ли, то есть позиционирование ваше, вот, чиновник или какой-то глава района, он же чувствует, как вы считаете, что вы, чуть статусом повыше, что вам нужно, не подчиняться, но достаточно все-таки не нужно с вами ругаться и делать то, как вы скажете, или ваша команда? И чувствуете ли вы сами это превосходство? Давайте так. Это... У меня тут недавно в Туве архитектор местный тувинский. Явно такой, очень, кстати, талантливый архитектор, но он очень такой укорененный в традициях. И он мне говорит: слушайте, а вот вы же не архитектор? Я говорю: нет. Он мне говорит: и вы не из Татарстана? Я говорю: а вы можете объяснить, зачем вот вас ваш президент пригласил? Потому что он не мог найти архитектора еще своего лучше. Да, сказали половина населения Казани, когда вы пришли. Конечно. Может, они сейчас так говорят, я не знаю. В принципе, мне кажется, как-то мы свыклись друг с другом. На самом деле, я думаю, ответ состоит вот в чем. Я, к сожалению, имею очень низкий, очень слабый инстинкт самосохранения. То есть у меня очень низкий уровень страха. Один очень уважаемый человек как-то сказал мне, что я живу, как будто бы у меня 9 жизней. И у меня нет никаких ни с кем связей и никакого специального пиетета ни по какому критерию, кроме тех критериев, которые я считаю для себя ценными, а мои ценностные ориентиры, они там во многом связаны с моей профессиональной деятельностью, задачами и так далее. Люди просто понимают, наверное, коллеги мои понимают, что я вот здесь живу, потому что меня пригласил мой руководитель. Ни у кого нет сомнений, в чьих интересах я действую. Я всегда действую в интересах жителей тех территорий, которыми управляют те или иные главы,
и в интересах человека, который пригласил меня сюда работать, то есть президента Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова. У меня других заказчиков нет. В первую очередь жители и президент. Именно в таком порядке? Да. Потому что президент меня пригласил, чтобы я в интересах людей работала. Ну, нет, я... Очень красиво, ну окей. Нет, это правда, слушайте, но когда я начала предлагать эту историю с общественными обсуждениями, ведь все же сказали: Наташ, ты сумасшедшая. Либо тебе очень нужен пиар, либо ты просто сумасшедший. Зачем ты это делаешь? И я вам хочу сказать, что меня крепко не поддерживало большинство руководителей. И решение о том, что мы будем так делать, принял президент. И это было его решение. Потому что, очень многие были против, и может быть, сейчас и остаются, но уже просто как-то это так стало федеральным трендом, что теперь уже об этом и говорить-то не принято. Возвращаясь, каждый руководитель понимает, что я их не боюсь. А они вас? Ну, можете другой синоним привести, или давайте я приду другой. Слушайте, история простая. Делаешь свою работу хорошо, молодец, похвалю, помогу, поддержу. Делаешь свою работу плохо, постараюсь решить вопрос сама. Если я не смогу с тобой решить вопрос сама, я пойду и скажу своему руководителю, что я не могу с вами справиться. Все. И вот как раз тут же вопрос. Сейчас такой Юрий Дудь меня включается. Мне нужно 3 чиновника, или главрайона, неважно, чиновника, с которыми вам за все время вашей работы в Татарстане было сложнее всего. И я не буду спрашивать подробности, почему. Потому что мы так можем еще пару лет говорить. Слушайте, я не уверена, что... Давайте я вам расскажу про тех, с кем у меня были конфликты. Конфликты закончились. Нет, вы скажете, с кем было сложнее, а уж неважно, что сейчас в итоге, мне у меня был очень плодотворный конфликт, не прекращающийся с Наилем Гамбаровичем Магдиевым. Это мы поняли по вашему инстаграму, да. Да, мы с ним вечно зарубаемся на какую-нибудь тему, но в итоге мне кажется, что то, что мы сделали за 16 и 17 год в Челнах, 17 год вы увидите в среду, мы откроем 27 января площадь Азатлык, обновленную, украшенную, декабря. Она уже будет совершенно новая. И, конечно же, я считаю огромным успехом набережную Тукай, которая у нас получилась вместе, и прекрасный Шишкинский бульвар, бульвар Тинчурина. Я считаю, что вот те проекты, которые мы в итоге сделали вместе, это большой успех, но они родились, конечно, такой невероятной кровью, что ни словом сказать, ни пером описать. Ни в сказке сказать, ни словом сказать, не помню, как там было. Мы вспомним там. Надо сказать, что... Еще 2. Я больше не буду никого называть. Ну как уж. Ну так. Ну, мне кажется, господин Магдиев как-то обидится, что столько Наиль Гамбарович на меня не обидится. Тем более, что вы уже читали об этом в Инстаграм. Ну, это вы сами об этом написали. А кто-то еще, кстати, очень хорошо это все сверстал вчера. Покажете потом. Да. Ну нет, все-таки давайте хотя бы одного еще. Не буду. Но они нам ничего не сделают за это. Я не сомневаюсь. Если бы я этого боялась, Вадим. Ну а что ж тогда? Просто... Можно даже сказать, что вы с ним помирились, я согласен. Нет, просто на самом деле, знаете как? Мне как-то Рустам Нургалиевич, когда я к нему пришла в очередной раз на таком надрыве эмоциональном, и сказала, что вот я не могу, я все время боюсь, совсем у меня не получается. Там кто-то плохой, он мне сказал: слушай, если ты права и можешь доказать, что ты права, ты докажи. Если ты не можешь заставить, что ты права, и заставить работать, это твоя проблема управленческая. Да, у меня есть такой знакомый, который мне то же самое говорит всегда. Я считаю, что он абсолютно прав. В этом смысле, если у меня с кем-то есть непонимание, я недостаточно хорошо объясняю или не нахожу мудрых способов решить проблему. Поэтому тут, просто уж с Наилем Гамбаровичем история такая, мы оба смеемся на эту тему. А больше я комментировать не хочу, потому что я считаю, что это мои недочеты. Как часто и бывают ли случаи, когда вы советуетесь или делитесь мнением с вашим непосредственным руководителем Рустамом Миннихановым, и как он относится к тому, что вы с ним делитесь или пытаетесь ему что-то посоветовать? Точнее, даже не пытаетесь, советуете.
Мне очень повезло, что мой руководитель, когда меня приглашал, он исходил из того, что я что-то такое понимаю, что ему будет полезно. Я невероятно благодарна ему за то, что он с уважением относится к моему мнению. И у меня всегда есть право его высказать. Принимает он его в расчет или не принимает, наверное, в разных ситуациях по-разному. У меня ощущения недооцененности и неуслышанности от работы с ним нет, иначе, наверное, я бы не работала. Ну, потому что, а зачем, если ты не нужен? Но вот это право в любой момент поделиться собственной позицией, это очень важно. Для людей типа меня это прям совсем важно. Я же раньше работала советником министра культуры Москвы. Когда я приезжала в Татарстан, я Рустаму Нургалиевичу... Мне всегда казалось, что советник — это круче, чем помощник. Потому что типа, он умный, типа. Я к нему пришла и говорю: Рустам Нургалиевич, может быть, я буду советником? Ну, уже там, потом, когда уже договорились о том, что мы работаем. А он мне говорит: слушай, ты знаешь, советник советует, а помощник помогает. Но, видимо, вот эта модальность посоветовать, она осталась. И я благодарна за то, что у меня есть такая возможность высказать мнение, по крайней мере, точно. Кстати сказать, мне очень повезло, что это право за мной оставляют практически все руководители, с которыми я имею дело. Я очень благодарна за это. Была и остаюсь Ильдару Шавкатовичу, потому что у меня всегда была эта возможность. Я очень благодарна за это Алексею Валерьевичу, я благодарна за это Азгату Ахметовичу, вот всем коллегам своим старшим, Ильсу Раисовичу в очень большой степени. Мне никогда никто из них не отнимает право высказать свою позицию. У нас не так много времени, я хочу уже чуть-чуть буквально про работу. У меня вопрос: когда будет сдана вторая часть, или как это называется, неважно, «Черного озера», что примерно, когда ждать изменений на набережной Кабана? И последний вопрос я задам чуть попозже. Вы же хотели, чтобы я назвала эти два объекта в качестве своих главных неудач. Но я не доставила вам такого удовольствия. Смотрите, значит, Черное озеро мы открываем каток в этот понедельник, 25 числа. Мы в общем и целом практически все общестроительные работы завершили. Нам осталось построить, собственно, 2 здания, 2 павильона, восстановить, которых откроются заведения общественного питания. Я надеюсь, что к лету это произойдет, потому что в целом в парке работы завершены. Значит, по Кабану, я думаю, что мы постараемся к июню завершить первый этап от театра Камала до мыса и открыть уже нашу набережную замечательную. И дальше продолжим работы в сторону улицы Назарбаева. Вопрос, который меня попросили задать люди, которые знали, что я сегодня с вами буду беседовать, по поводу логистики каких-то табличек и больших вывесок, что их нет на татарском языке, что, несмотря на то, что, например, слово «спортивная база» можно переводится достаточно просто, но это люди, которые владеют татарским, они считают, что как-то тем самым язык не используют, им это неприятно достаточно, учитывая современные реалии, особенно которыми сейчас столкнулся Татарстан. И то, что достаточно много, например, ошибок, просто, я так понимаю, орфографических, в навигации в различных общественных пространствах. Почему это? Знаете ли вы эти проблемы? И планируете ли с этим что-то делать? Мы знаем, на самом деле, я думаю, что эта история про достаточно много ошибок. Там самая большая часть комментариев была связана с конкурсной работой московских дизайнеров для Черного озера. То есть, честно говоря, я же не могу править конкурсную работу людей, но это, естественно, сразу в социальных сетях транслируется тем или иным образом. Значит, в том же Горкинском лесу, где висит вывеска «Спортивная база», навигация вся сделана на 2 языках. С точки зрения архитектуры просто это довольно странно, на очень английском сильно есть, на русском есть, а на татарском нет. Спортивная база — это прокат там на русском и на английском. Смотрите, а вот в районах, например, очень много надписей есть на татарском. Нет на русском. Нет, а на русском меньше. Потому что сложно предположить, что
название объектов для слова «лес» кто-то не прочитает или будет чувствовать себя ущемленным. А вот любовь и махаббет у нас стоят рядом одинаково в парке Горького, одинакового масштаба. Поэтому я понимаю степень чувствительности вопроса. Мы очень внимательно начали следить за навигацией и за ошибками. Особо, у нас-то их особо много не было. И, конечно же, тема важная, никто от нее не отказывается. Продолжая тему татарского языка, вы, конечно, знаете, что с ним произошло, с преподаванием в школах. Несмотря на то, что вы татарский язык в школе не изучали, что логично, мне интересно, как вы относитесь к тому, что произошло. Собственно, вот. Я считаю, мой опыт вообще работы и общения с властями в России, почему-то, как ни странно, он подсказывает, что, за редким исключением, реально действующая, сильная, мотивированная власть — это национальные республики. Почему? Потому что это те люди, которые, там это в силу, я не знаю, можно говорить про сталинскую национальную политику, еще огромное количество различных предпосылок, но то, что я вижу и замечаю, это то, что наличие ощущения у конкретного народа, что это его земля, что у него другой земли не будет, что его внуки, дети и внуки должны жить здесь, потому что это вот его. И ему больше никуда не надо, потому что он татарин, тувинец, башкир, чеченец, неважно. Важно то, что это своя земля. И мне, безусловно, кажется, что люди, живущие на этой земле, не являющиеся представителями титульной нации, но при этом пользующиеся теми качественными, на мой взгляд, отличиями, которые предлагает Национальная Республика в составе Российской Федерации. Я, правда, как человек, рожденный буквально в 400 километрах от Казани, но смотрящий, я не знаю, как сейчас сменился губернатор в Самарской области, но наблюдающий за тем, как разрушается последовательно родной город, его идентичность, в каком небрежении он находится. И кажется, когда я, проехав через Самарскую область и в Ульяновскую, въезжаю в Татарстан и начинаю ехать по гладкой дороге и вижу, что деревня уже не покосившаяся, а деревья в нормальном состоянии, и дальше все по списку, во мне просыпается невероятный патриотизм. И я считаю, что я, как житель Татарстана, должна с уважением и пониманием относиться к титульной культуре региона, благодаря наличию которой этот регион настолько успешен. Я, правда, убеждена, что это вещи связанные. И я, конечно же, считаю, что мы, живя в многонациональной федеративной республике, должны с уважением и с пониманием относиться к тому, что у титульной нации есть право на то, чтобы изучать свой язык, и для того, чтобы все люди, которые живут в Татарстане, в той или иной степени языком владели. То, что методики могут быть хуже или лучше, и то, что, безусловно, наверняка устарели они, и то, что наверняка нужно новое разрабатывать и переучивать преподавателей. Я, вы знаете, очень не люблю вообще все пыльное, костное и так далее. Но я считаю, что люди, живущие в Татарстане, должны владеть татарским языком как минимум на базовом уровне. Я в этом убеждена, потому что это уважение к земле, на которой ты находишься. И у меня будет завершающий вопрос. На мой взгляд, с момента вашего приезда, и уже там прошло несколько лет, внимание к вашей персоне поначалу было очень активным. Каждый пост там в Инстаграме, практически одно там известное издание в Татарстане старалось освещать. Теперь как-то мне покажется, что чуть меньше. Как вы вообще к этому относитесь? Вам это нравится или не нравится? Такая радость. Слушайте, во-первых, там просто, мне кажется, человек еще поменялся, который отвечает за тему. Владимир Казанцев ушел в мэрию Казани работать, и мне кажется, это там от него исходило, хотя не знаю. На самом деле, правда стоит в том, что стоит этому известному изданию поставить мою фамилию в заголовок, там опять сразу набегает море комментаторов, но меня это совершенно, конечно, не смущает. Знаете, в чем дело?
Я когда приехала, я не знала никакой модели поведения, кроме как модели, которую я видела у своего первого руководителя Сергея Александровича Капкова. Человека, в общем, с политтехнологическим прошлым, очень публичного, очень открытого и так далее. Я просто воспроизводила паттерны, которые были единственными мне доступными, понятными и знакомыми. Сейчас, ну и на самом деле создала себе этим много ненужных проблем, откровенно говоря. И много, что еще более неприятно, переживаний своей маме и бабушке, потому что у моей мамы, к сожалению, стоит Google Alert на упоминание моего имени, и я даже боюсь представить, что моя мама переживала, особенно первый год, полтора-два, получая все эти статьи и комментарии к ним, вычитывая. Я в какой-то момент перестала, она очень пунктуально продолжает все это штудировать. Вы знаете, мне важно... Не сколько раз про меня написал «Бизнес онлайн» или кто-либо еще, а сколько людей я вижу гуляющими на тех объектах, которые мы построили. Это очень высокая оценка, которую люди не дают мне лично, которая свидетельствует о том, что те цели, которые я перед собой ставлю, достигаются. Это важно. Ну а все остальное, у меня нет нереализованных амбиций в плоскости медийности. Спасибо большое. В нашем проекте «Реальные люди» сегодня была помощник президента Татарстана Наталья Фишман. Смотрите нас на нашем сайте delreal.org, в наших социальных сетях и на канале в YouTube. До свидания.